Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И мы продолжаем показывать наши передержки. Продолжаем сбор на корм. Это очень серьезно и ответственно. Мы не можем допустить голод для спасенных от голода. Это вторая часть передержки номер 3. Посмотрите, как хорошо живется здесь якутятам, какие они веселые, довольные жизнью. Они играют и дружат между собой. Конечно же, никакая передержка не заменит дом, семью, где своя чашка и свой единственный человек. Мы стараемся, друзья. Пиар не прекращается ни на один день. Да, наши спасеныши уезжают в семьи, но намного реже, чем раньше и чем хотелось бы. Видимо, наступило сложное время, и брать собак стали меньше. Кузька, дедулька, Шанюшка, Бигль, Медок, вон Шантик, Деська уже вон в вольере, Лунка вон выходит оттуда, уже нагулялись. Деда. Так, вот, сейчас пить хотят, да. Вот мы. Бяшка здесь, Келли, Грейс, да, и Мальта. Да, вон собаки гуляют пока у нас. Вон. Вот наша Шанечка. Да, Шанечка. Вот такая вот Шашанечка. Друзья, наверное, я не ошибусь, если скажу, всех этих собак уже бы не было в живых. Мы с вами делаем большое доброе дело. Мы с вами дарим жизни. Да, это все труднее делать. Зло набирает силу по всей земле. И то в одном, то в другом месте мы слышим о жестоких массовых убийствах. Тем более нам нужна сплоченность, понимание ситуации и преданность делу спасения. Только вместе мы можем выстоять в этой борьбе. Сейчас у нас одна задача – закупить большую партию корма, чтобы хватило хотя бы до середины января, когда будут новогодние каникулы везде. Нам необходимо это сделать как можно быстрее на этой неделе. Мы продолжаем просить вашей помощи для закупки корма. День стольника, друзья. День стольника у нас продолжается. Друзья, давайте закупим много корма. Так тяжело каждую неделю стоять с протянутой рукой и не знать, что завтра тебя ждет, когда столько глаз преданно смотрят на тебя. Пожалуйста, помогайте им. У нас продолжается День стольника. Передержка номер 4 и хозяйка Галина. На этой передержке живут подростки до года и чуть старше. На сегодня их там 24 собачули. Многих вы тоже знаете по роликам. Это Никита, Рихард, Каштанка, Беляш, Рыжик краснодарские, Дарк, Перса, Альма, Зина, Федя, Кира, Руся и другие. За ними ухаживает Галина с мужем, за которую мы с вами недавно переживали из-за инсульта. Она еще слаба, и врачи рекомендовали беречь себя. И вот она бережет, снова ухаживает,
кормит, моет, убирает, выгуливает и делает нам видео. Галина, спасибо вам огромное. Знаю, что еще дополнительно больше собачуль вы принять не можете. Спасибо вам. Никита, кто же еще там сзади может у меня? Рихард. Мальчик там. Никита, да, конечно, только с тобой надо. Михель. Михель. Так, Никит, дай я пообнимаюсь. Нет, вот, ну вы так любите. Максим. Максимушка. Бабди моя девочка. Нет, только Никита. Милушка, милушка. Ой, Кара. Никит, так, побегай, да я поснимаю вас. Побегай. Саня. Саня. Ой, Саня, девочка. Ой. Антефи. Дина. Динушка, иди ко мне, Дина. Иди ко мне. Иди. Не хочет ко мне идти. Дина. Умка. Леон. Ты. Вот вы мои красавицы. Ой, ты мой мальчишка. Ты такой хороший. Да, обнимашечка. Рихард хочет пообниматься, но этот вот товарищ не дает никому. Гансы. Да, я вас тоже люблю все. Иди, Рихард, иди, я тебе покажу. Так, давайте играем. Не на мне сидим, играем. А вот она, наша перса. Красавица. Перса, дай лапку мне, пожалуйста. Умница моя. А дай другую лапку. Другую дай. Дай другую лапку. Перса, дай другую лапку. Тэфи. Ты, да, тебя надо пообниматься. Она тоже любит, когда ее ласкают девочка. Дай лапку. Дай. Дай мне. Ты мне эту лапку даешь. А дай другую лапку. Дай. Нельзя. Нельзя рычать. Рихард. Рихард. На, ты мне другую даешь. Умничка ты моя. Ты такая умница. Рихард. Рихард тоже лапку дает. Да, Рихард, дай лапку. Дай. Дай. На. Ты мне даешь. Ты моя. Вы мои умницы. Да, и Рихард дает. Перса хочет так. Кто там меня хочет завалить? Никита, конечно. Маратик мой. Вот они. Дарк. Дарк. Максимушка. Вот у меня трехлапик. Симпатюля. Ты чего разрычался, Максим? Ты чего разрычался? Милка. Ой, Милка моя. Ой, Милка моя. Вертихвостка. Беляш. Беляшка. Ты. Беляш, что? Лис. Ну, да, ты это самый главный. Обнималка. Самый главный. А теперь о передержке номер 5. Здесь, как мы помним, проживают наши известные по роликам такие собачули, как Пират, Перс, Рута, Джем, Мишка и Жужа с промзоны и недавние Лапка, Анфиса, Глаша, Нора, Тима, Пуша. Не так много хвостиков всего, но замечательные условия, хоть и вольерные. Много места, хорошее зонирование, и для спасенных якутят это кажется раем. Когда много гуляют, когда их не бьют, не обижают, а главное, что собачули всегда сыты. Вот для этого мы и собрались, друзья, чтобы наши спасеныши не знали больше, как это. Не есть день, два и больше. Джем. Джем. Джем, Джем. Иди сюда.
Ну что ты, говорливый, да? Такой красивый, говорливый? Глаш. Глаш. Лапка. Лап, ну за что ты обижаешь Анфису? Лапка. Фу! А Перс еще не понял, нравится ему столько соседей или нет. Да, Персик? Пиратик. Рути. Лапка. Лапка пока не знает, как себя правильно вести, но старается. Друзья, у нас также есть малонаселенные передержки. Повезло жить на таких малонаселенных. Здесь живут Марсик, а также Патрик и Молли. Это дружная парочка, которые не могут жить друг без друга. Они всегда веселые в догонялках и в делах. Все спасены в Якутске, и все счастливы, что забыли этот жутчайший на планете город. Друзья, но им также нужна семья. Семья всегда лучше, чем любая передержка. Друзья, мы не раз рассказывали вам о кошках в Якутске. К ним там такое же безжалостное отношение, выкидывают и усыпляют. Да они и сами не выживут в такие морозы. Должна сказать, наверное, эту тему придется закрыть. 4 кошечки из той квартиры, о которой мы вам рассказывали еще в сентябре. И 3 вот эти, спасенные от гибели на улице, забытые на дачах. А также 2 котика с улиц и с подъезда. Никого из них не взяли в квартиру. Ни одна из них не уехала в дом, в семью. И вот они прилетели. И что мне теперь с ними делать? Если берут здесь, то на очень временную передержку. На неделю, в надежде, что кто-то за неделю пристроится. Но это же не так. Или берут гиперсердобольные, у которых уже есть 20 кошек. И, как вы понимаете, это ненормально. А у кого 1-2 кошечки, те умеют рассчитывать финансы и чистоту. И им больше не надо. Или платная передержка, и тоже платить. А чем? Из каких денег, если на собак-то не хватает? Замкнутый круг. И вывод напрашивается один. Если никому не нужны, никто не откликнулся, никто не захотел взять к себе ни одной кошечки, значит, больше не спасаем. Или, друзья, подумайте, если у кого есть 1-2 кошечки, может, вы возьмете еще по одной? Может, все-таки разберете, что же им мыкаться по передержкам? У меня просто крик души. Мне правда их девать некуда. Что мне делать, скажите, пожалуйста? Или я наспасала на свою голову? Вы знаете, как невыносимо трудно стало вывозить, сколько нервов, и не только нервы, тратятся на вывоз, что испытывают и люди, и собаки, когда их под разным предлогом не пускают в самолет. Это пытка, устроенная волонтером, чиновниками, под разным предлогом, лишь бы только не выпустить из этого города, не дать возможности жить. Тем драгоценнее нам каждый прилетевший, каждый спасенный. Ну и еще один счастливчик вылетел из этого безумного региона. Я думала, да, кто же будет тот счастливчик, которого нам удастся еще отправить из этого ада? Это мудрый. Он спасен еще осенью и ждал терпеливо свою очередь. Отправляли других, срочных, тощих, а он все ждал. Ну вот, он прилетел. Я очень прошу вас не забывать тех, кого мы спасли, кого вы просили, о ком я рассказывала. И вот они с нами. Я не знаю, как сложится судьба тех, кто в западне, в руках
непорядочных властителей. Но знаю, что мы в ответе за тех, кого уже спасли. Спасли, значит, не разово помогли, а несем дальнейшую ответственность за них. Пожалуйста, помогайте им всегда, регулярно. Прилетел, друзья, чудом спасенный Ефимка. Видимо, никогда мальчишка не знал хорошего отношения. На его глазах, предполагаем мы, убили и мамку, и его сородичей, весь помет. Он мрачный сейчас, не проявляет никаких эмоций. Малыш очень нуждается в индивидуальной передержке, желательно в квартиру, с лаской и заботой, причем срочно, пока еще не упущено время. Мы сделали чат для фин-кураторов Ефимки. Присоединяйтесь, пожалуйста, друзья. Вместе мы постараемся вернуть настрадавшегося малыша в нормальное состояние, пока он не вырос и пока он еще готов контактировать с человеком. Нужна только ласка, любовь и доброе слово человека. С удовольствием. А у него пеленка мокрая? Давайте я с ним погуляю. Давайте эту самую пеленочку тоже поменяем. Вот. Не переживай, ты же видишь, не так все страшно. А, ну не так же все страшно. Да, мой сладенький. Ефимка. Ефимка, Ефим. Ефимочка, Ефимочка. Господи, за что, за что? За что они вынуждены? Просто на его глазах, видимо, убивали его братиков и сестренок. Хозяин убил. У него была мамка и целый помет братиков и сестренок. И они все в один момент исчезли. Видимо, это все на его глазах, и такой страх у него. А вот так чуть-чуть, да? Вот пока... Держите, держите. Держите, мой хорошенький. Давай, пойдем гулять, гулять. Иди на снежочек, иди. Иди на снежочек. Ты думаешь, куда же сигануть? Дрожи. С таким красивым глазом и дрожишь. Чего ты дрожишь? Мы бежали, поэтому и дрожу. Ну не дрожи, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я сама дрожу от вида твоего. Не бойся. Дрожащего. Худой вообще. Худой, да? Скелет, вот здесь вот палец Ой, можно блин. порезать. Ой, блин, Шесть как есть. дрожит. Сколько он? Килограмм 10, да ведь? Какой-то. Меньше. Меньше, Ой. да? Ой, вся еда сейчас выскочит, да? Не бойся. А зубки-то хоть выпали у него? Да, покажи-ка. Выпали. Месяцев 7-8 есть. Ну скажи, пожалуйста, тебя уже покормил, Роман, да? Ну ты мой златый. Можно мне тебя тоже погладить? Не бойся. Мы же тебя только гладим. Гладим. Ой, 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 ой. Ой, прям Видите как? так всегда боюсь их трогать, щупать эти ребра страшно. Вот какие глазки. Тебя никогда никто не гладил, что ли? Ну, передавай привет спасительнице своей. А, Лиля? Ты мой золотой. Он как-то лапочки скрестил. Ну что ты? День стольника, друзья. День стольника у нас продолжается. Друзья, давайте закупим много корма. Так тяжело каждую неделю стоять с протянутой рукой и не знать, что завтра тебя ждет, когда столько глаз преданно смотрят на тебя. Пожалуйста, помогайте им. У нас продолжается День стольника.